я не знаю, девушка. Вас интересует манки? В общем-то, да. Что-то конкретное, знаменитости, искусство, живопись? Именно живопись, современная живопись. Сергей Борисович Краснов, заслуженный художник Республики Башкортостан, член-корреспондент Российской академии художеств, участник многих престижных выставок. Работы башкирского художника экспонировались вместе с произведениями Михаила Шемякина, Оскара Рабина, Эрнста Неизвестного. В последние годы мастер активно выставляется на Западе. Запад начинает наконец интересоваться искусством в России. Потому что для того, чтобы люди стали думать, а что же там в той стране X. Почему вот долгое очень время нас не воспринимали там, а потому что нас и не видели. Как можно воспринимать искусство страны, которое никто не знает? Да, я помню, у нас были выставки, я помню, у нас была выставка в Париже, в Болгарии была выставка, в Кёльне была выставка, в Монголии была выставка. Ну, это все было такие отборные вещи, вот это наше искусство. Но это понималось как, сказать, политический фарс. Я думаю, что талант вообще не от этого зависит, где он живет, в социализме или капитализме. Представляете, вот реализм, да, вот реализм, соцреализм. Чем отличается портрет Сталина от портрета Джорджа Вашингтона? Значит, там капитализм, а у нас, значит, соцреализм. Да? Это очень смешно. 8 лет было Сереже Краснову, когда отец привел его в Уфимский дом пионеров, в изо-студии известного педагога Владимира Сарапулова. Через годы благодарный ученик посвятил своему учителю триптих «Один из нас» памяти космонавта Владимира Комарова. Эта работа в 1981 году была удостоена серебряной медали ВДНХ СССР. А кому вы передаете свою? Я передаю тем, кто меня слушает и кто воспринимает то, что я хочу знать. Ну вот мой очень хороший, добрый человек, там Мара Марин, мы с ним ездили в Италию. Вот сейчас я должен заниматься молодыми художниками, которые выпускники наших институтов. Талантливых очень много, очень много. Вы правы должны ими заниматься? Как человек-корреспондент Академии, да, есть творческие мастерские, они будут здесь, они создают, сейчас идет ремонт. Я думаю, что человека 4, там 5 я возьму. Они сами стремятся ко мне, не хотят у меня работать. Это не значит, что я должен поставить там в угол или там говорить какие-то прописные истины. Вот вы знаете, когда я работал у Кибрика, этот человек никогда не был в том смысле учителем, что он мог поставить и писать лекцию. Он просто мог сказать одно слово, два слова о твоей работе, и уже было все ясно, что куда. Если человеку нужно просто чуть подтолкнуть. Они уже прошли, они прошли школу, они прошли училище, институт, у них уже за спиной огромный опыт работы. Причем очень с хорошими преподавателями. У нас очень хороший состав преподавательский. А дальше они должны уже доверять собственной интуиции. А я должен не в этим вот так нарисовать, или вот так нужно краску. Пусть они сами, они уже научились этому. Но сказать им, такой чисто философский. Почему ты делаешь эту картину? Для чего? Зачем ты здесь поставил эту точку? Или зачем ты привел эту линию? Чтобы человек думал над картиной своей, что это общение с миром, оно должно быть взаимопроникновенно. 1988 год. Сергей Краснов удостаивается республиканской премии имени Галимова Саляна. Теперь он признанный художник. Его работы появляются в западных коллекциях. Но весь Запад живет уже по другим законам. Он живет по законам не рынка, а по законам талантливого человека. Можно научить делать красивые портреты крестьянок, там, рисовать. У нас целая бригада художников уезжали на БАМ, чтобы нарисовать, изобразить. Вот идет БАМ, вот мы строим это все, вот это искусство отобразить. Но как личности мы почти что никого не выращивали.
У нас были личности, это были уникальные художники, которые вырывались из этого давления серости, только они казались чуть выше. И им, когда говорят так, мальчик, девочка, ну-ка, ты куда вырвался? И уезжали Шемякины и прочие. Уезжали туда, потому что для этого пространства, которое мы определялось из художников, не хватало. Им хотелось больше. Им хотелось в полном смысле слова трагедий, динамики, драмы. Это то, что должно быть в искусстве. И здесь человек сам по себе развивается только тогда, когда он понимает, что его никто не ограничивает. Но когда его не ограничивают, потому что творческий человек – это человек изначально добрый, настроенный к миру позитивно. И когда у нас говорили, он не так рисует, как нужно, значит, он плохой. Из 10 гениев 2 человек считают по статистике чудаками, а 8 считают просто идиотами. В начале 90-х Краснов впервые выставляется в Италии. Им заинтересовались. В 1996 году в итальянском журнале «Арт» выходит довольно большая статья о русском художнике из Уфы. Вслед за публикацией последовали выставки во Флоренции, Болонье, Венеция. Так началась экспансия Запада Красновым. Еще дед художника по матери был влюблен в Италию. И деревушку, что в Дюртюлинском районе, Осип Рябов нарек Венецией. Переименовать какое-нибудь местечко на Апеннинах внуку венецианского агронома пока не привелось. Но собственная галерея в итальянском городке Модена на пару с одним художником, тоже из Башкирии, уже имеется. Искусство разделяет четко на, скажем, коммерческое искусство и искусство, где художник сам яркая индивидуальность. Он может работать, конечно, с коммерческим искусством, с галереями и так далее, но он запоминаемый, он развивается, он сегодня, скажем, вот нашел свою линию, свое направление, и постепенно он его начинает расширять, это видение мира. И вторая группа людей, которые нашли свою манеру и так и работают. Значит, это товар. Вот как шамповать кружки или ложки. А второй развивает свою вот эту идею. И Запад наконец увидел, что есть здесь люди перспективные, что это неоднозначное совершенно представление о мире, оно очень многогранное. И ищут по интернету, по галерее. Вот как вас конкретно нашли? Вас? Ну, мне найти не трудно, нужно просто набрать в компьютере имя Краснов, там Красновок много. А с чего это итальянцы вдруг начнут выбирать Краснова? Наверное, просто работа понравилась, прежде всего. Да. Нет, ну, на Западе очень жесткая оценка художника. Там мастерство, качество, его индивидуальность яркая. Это слагаемые, которые вы должны сойтись. Там просто так попасть на какую-то биеннале, триеннале очень сложно. Это мы тут ставим арт-манеже, заплатил, выставляйся. Там ты даже заплатишь, тебя не выставят. Просто есть эксперты, которые смотрят эти работы, оценивают, нужно, не нужно. Вот я был на выставке «Нью» в Болонье,
Это огромная выставка, гигантская абсолютно выставка, где собраны от самых ранних художников, античных художников, всех, кто рисует обнаженку. В смысле, обнаженные женщины, обнаженные мужчины. И там только два художника российских. Это из Русского музея Иванов и Дубасарский, который в коллекции, это наш современник из Москвы, из коллекции одного коллекционера американского. Эта выставка подобрана настолько тщательно, что там нет ни одного изъяна в этой выставке. Она интересная, она завораживающая. Таких выставок у нас нет. У нас пока что идут выставки продажи, а не выставки показать то или иное направление. Сварить в кучу, сделать салат мы можем. Но определить направление пока мы не можем, потому что у нас нет вот этого внимательного отношения к жанру. Это очень плохо. Можно ли узнать, насколько котируется тот или иной художник по ценам на его работы и, точнее, по продаваемости его работ? Рубенс, Леонардо да Винчи, Боттичелли, Фра Филиппо Липпи, все стоили очень дорого. Дюрер, все стоили дорого, потому что были художники, которые делали мастерские вещи, очень серьезные, покупали их не бедные люди. Это одно. Но другое дело, что сейчас, так сказать, искусством занимаются очень многие. Художников стало в мире больше. Но как определить Ван Гог, который не продал ни одной работы, и, скажем, какой-то человек, молодой художник, который продает сейчас достаточно дорого, но он еще не Ван Гог. Есть рейтинг художников. Это чисто рыночные взаимоотношения. Есть рейтинг. Куда он попал, на какой выставке он выставился, как его покупают. Ну, это нормально, как товар. Вот есть вот Microsoft. Вот он всех задавил. Супер. Есть художник, который все покупают. Но мы только узнаем лет через 100, что он стоит по-настоящему. Что осталось, что не осталось. В конце мая в швейцарском Лугано состоится Европейская биеннале живописи и графики. На ней Краснов представит 20 полотен. Там же будет экспонироваться и его ученик Марат Шейх-Исламов, больше известный как Мара Марин. А в конце года наших мастеров ждет Неаполь. Италия, Швейцария, опять Запад. Тут бы впору завести знакомую песню о том, что нет пророка в своем отечестве. Но член-корреспондент Российской академии художеств Сергей Борисович Краснов уверяет, что и здесь, на родной сторонушке, работы непочатый край. Летом под эгидой Российской академии художеств состоится Уральская передвижная выставка, где примут участие около 20 башкирских художников. Также ведутся переговоры по организации в столице Башкортостана филиала Российской академии художеств. Академию художеств не надо путать с союзным художником. Это совершенно разные вещи. Потому что союз художников – это союз профессиональных художников, а Академия художеств – это система обучающая, собирающая, коллекционирующая и пропагандирующая высокое искусство, как говорится, то искусство, которое уже вошло в историю. Это самые большие фонды, там преподавательские, рисунки, живопись, скульптура. Это крупные заказы. Вообще, надо сказать, что она была создана не зря Петром и поддерживалась Екатериной, потому что на кого положиться? На людей, которые профессионально работают. Да, каждый художник может дорасти до уровня, где он становится очень профессиональным, востребованным и верным, вот, по большому счету, искусству. У него должны быть ученики. У нас самая большая школа, я считаю, это, во-первых, 2 института, 2 училища, художественные школы, детские художественные школы. Это такое богатство, которое вообще на Урале, по-моему, нигде нет. И ни Екатеринбург, ни Челябинск не может сравниться, потому что у нас есть. И поэтому вот они как бы перенесли вот эту идею сделать на Урале, чтобы мы могли объединиться и работать. И вот, знаете, этот конкурс, там 15-20 человек на художников, на дизайнеров. Конкурс. Знаете, что такое? На одно место. 15-20 человек. Значит, мы должны уже делать, расширять эту систему институтскую, училищную и так далее. И дай Бог, чтобы это у нас случилось. Башкирия – это одна, я считаю, из ведущих вообще вот республик на Урале, которая может занять там достойное место. Причем у нас художников, которые уже мирового уровня. Это
вообще, я считаю, очень яркая, очень индивидуальная башкирская школа живописи. Это Бурзянцев, это Домашников, это Лутфулин, это Пантелеев, это Саша Юдин, это Кузнецов. Вот здесь есть Лебедев. Там, в общем, это есть целая такая когорта Нурмухаметов, который воспитал здесь очень много художников. Главное все-таки в искусстве – это передача школы своей. И надо, чтобы здесь уже была перспектива развития. Перспектива. Понимаете, не может быть с таким кладезем вообще богатства вот, эстетики, искусства, которое у нас есть, и вдруг все это потеряется. Это грех перед будущим.